Ислама Тимурзиева по праву можно назвать выдающейся личностью не только в ингушском боксе. За тот небольшой по меркам спортивным промежуток времени, что он провел в ринге, Ислам успел зарекомендовать себя как самый перспективный тяжеловес. Мастер спорта международного класса, участник Олимпиады в Пекине, которую для своих земляков он все равно выиграл, и обладатель Кубка мира Ислам Тимурзиев не просто увлекался боксом, он жил им. Азам для себя просто чисто физический масок, защитник все-таки семьи, защитник родины, халмавезиан, что любится спорта, и что он будет только этим. Игрёха наказание Ярцена, я не пущу на тренировки. Дальше, да, все. Дарик урок, а мне марки Харвалцер, тренировка, вот гвардия. Бокс для Ислама стал чем-то большим, нежели просто спорт. Увлекся он им еще в 1995 году. Настоящее открытие среди тяжеловесов в масштабах всей страны. Так можно было по праву называть Тимурзиева. И это стало для Ислама своего рода стимулом к дальнейшему росту. Мы наращивали, у него появился интерес к боксу, серьезно начал относиться. И с тех пор он не останавливался, все указания выполнял тренера, строго относился к своим распорядку, режим соблюдал. Только без режима можно достичь результатов. Дисциплинированный был. Я относился серьезно к своей работе, он относился серьезно к своей работе. Вот и дальше начали мы продвигаться вперед. Он 3 Европы выиграл после этого. В таком виде спорта, как бокс, самая сложная весовая категория – это тяжелая, и чтобы стать лучшим, необходимо обладать не только силой, но и скоростью. Все это у Ислама было даже в избытке, поэтому и признание от боксеров мировой величины неудивительно. Когда мы были в Америке, я помню, Ивандер Холлифилд, чемпион мира среди профессионалов, его назвал открытием чемпионата мира в Чикаго. Все о нем говорили, это будущая звезда. Великий боксер был, одним словом, это как Мухаммед Али, как Майк Тайсон. Я его сравнивал вот с такими людьми. Таких-то больше, наверное, не будет сейчас, в данный момент. Почему? Потому что, я скажу так не своими словами, но скажу так, что такие люди, как он, рождаются один раз в 100 лет. Но это был поистине мужчина, человек, который обладал чувством юмора, был настолько серьезно относился к этому виду спорта. И до конца дней своих, вот сколько я его знал, столько он был предан боксу. Ушел в такое в человеке жизни, мы всегда будем помнить его. Он такой был большой и добрый боксер, не человек. Вот. Несмотря на то, что он выступал в самой престижной, тяжелой, супертяжелой весовой категории, вот. И его... Он в ринге, да, Ислам, и в жизни это абсолютно 2 разных человека. Абсолютно 2 раза. И более, наверное, такого открытого, доброго человека сложно было найти еще где-то. И тем более это такой контраст, да, габариты, когда такой большой парень, но настолько отзывчивый и скромный. На Олимпиаду 2008 года Ислам уже поехал с пошатнувшимся здоровьем. Отбор на самые престижные соревнования в мире был очень жестким, поэтому даже проблемы со здоровьем не смогли заставить Тимурзиева отступить. Нельзя было вообще выступать, но за счет силы воли он сказал, я поеду, зная все эти проблемы, все равно поехал. Но из-за болезни не смог выступить на 100%, не смог использовать свои возможности. Так получилось, что он не стал олимпийским чемпионом, но был очень перспективным спортсменом. В 2011 году у Ислама Тимурзиева диагностировали опухоль мозга. Перенеся тяжелую операцию, Ислам подарил надежду своим родным и всей Ингушетии на выздоровление. Однако вскоре состояние боксера резко ухудшилось. Глава региона распорядился привлечь лучших врачей для оказания помощи спортсмену. Но несмотря на все усилия, 31 августа 2015 года Ислама не стало. Есть такие спортсмены, которые радуются победам внутри себя. Но уж точно не унижают побежденного противника этим восторгом каким-то таким, знаете. Вот они такие. Вот Ислам именно тоже из этой плеяды таких людей, которые достойно умел и победить, и достойно проиграть. И из той когорты был Ислам. Он честь своего тейпа, фамилии в целом, честь республики отстаивал и честь страны.
он был известен. Если бы не эта болезнь, еще неизвестно, на каком уровне, в каком рейтинге. Я думаю, что в своей весовой категории, так же, как и Хасан Халмурзаев, который сейчас стоит в первом мировом рейтинге своей весовой категории, также в мировом рейтинге стоял бы сегодня и наш дорогой исламчик. Ну, уж так получилось, так получилось, что его сегодня с нами нет. Ислам Тимурзиев был настоящим бойцом, и здесь мы говорим не только о спортивной составляющей. До последнего момента он боролся за жизнь, поэтому сегодня даже имя Ислама звучит как символ борьбы и на ринге, и в жизни. Переулок в Карабулаке, где жил Ислам с семьей, назван в честь спортсмена. Он многого не успел сделать, но в памяти родных остался как скромный, воспитанный парень, который не отступал перед трудностями и всей душой любил родных, близких и свой народ. Тамерлан Хамхоев, Хади Добриева, Залина Магушкова, Новости 24.